необходимость информирования закона 131 назрела. Есть, конечно. 19 лет он у нас работает, многие вопросы решил, но сегодня авторы законопроекта и те, кто его поддерживает, прежде всего говорят о том, для чего это делается. Для того, чтобы обеспечить полноту финансирования тех полномочий, которые наделяются местным самоуправлением. А что мешало сделать вообще? Что мешало? Правильно наделяли десятками полномочий, и потом, значит, не могли сделать, обеспечить достаточно финансирования. Мы уже имеем опыт, когда ликвидировали первичное звено здравоохранения. Что получилось? Оптимизация привела к тому, что у нас не улучшилось здравоохранение. Более того, оно ухудшилось, да. Поэтому здесь нужно очень внимательно поговорить, и когда говорят много выступило, сотни поступило предложений, замечаний. Хорошо, но в то же время это плохо. Законопроект, который сегодня представлен, значит, столько получил замечаний и предложений, столько нерешенных. Ну вот возьмем на предлагаемый взамен проект федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления, то, что мы сейчас обсуждаем, не решает очень многие вопросы. Первое. Предлагается установить новое правовое регулирование организации местного самоуправления. Так, в частности, устанавливается, что органы местного самоуправления входят в единую систему публичной власти, но при этом, как и раньше, не входят в систему органов государственной власти. До сих пор не дано четкого определения термина «публичная власть» в новом контексте. Законопроектом учитывается переходный период с 1 января 2028 года на территории. Устанавливается одноуровневая организация местного самоуправления. Тем самым ликвидируется, вот уже мы все время говорим, и люди, это в первую очередь беспокоит, местное самоуправление на уровне городских и сельских поселений. Это 48 городских, 361 сельское поселение в нашей республике. При разработке данного законопроекта авторы не учли региональные особенности субъектов. А главной особенностью является огромное пространство, в котором размещается 625 населенных пунктов. 409 является муниципальным образованием. У нас есть поселения, требующие особого подхода к организации местного самоуправления. Уже я повторюсь, это поселение арктической зоны, территория проживания кочевого населения, общины коренных малочисленных народов севера, районы крайнего севера и приравненные к ним местности, не имеющие круглогодичного сообщения. Законопроектом устанавливается переходный период до 1 января 2028 года. Согласно части 3 статьи 88, на переходный период при наличии согласия населения, выраженного представителями органов соответствующих поселений и муниципального района, осуществляется объединение всех поселений. Следует учесть, что в законопроекте не прописана норма, учитывающая действия в случае несогласия населения. Там это делается только при согласии населения. А если не согласно население, выражено представителями органов соответствующих поселений и муниципального района, что тогда, что дальше, какие действия? В случае упразднения местного самоуправления на уровне городских и сельских поселений мы потеряем львиную долю гражданских активистов в виде депутатов. Это 4500 человек. Согласно части 9 статьи 4 законопроекта, муниципальное образование не является административно-территориальной единицей. В настоящее время административно-территориальное устройство республики основывается на территории муниципальных образований, которые являются административно-территориальными единицами. В связи с этим введение данной нормы может повлечь возникновение новых территориальных споров. Какие выводы мы делаем? Виктор Николаевич. Еще 1,5 минуты. 1,5 минуты, пожалуйста. Спасибо. Законопроект значительно снижает самостоятельность органов муниципального самоуправления. В результате упразднения местного самоуправления на уровне городских и сельских поселений значительно снизится доступность власти для людей, что противоречит принципу шаговой доступности. Принятие законопроекта приведет к сокращению большого количества муниципальных депутатов. В результате упразднения бывшие поселения лишаются своих бюджетов муниципальной собственности. Если вместо избранных глав поселений будут
назначенные исполнители, это разрушает саму идею местного самоуправления. Учитывая территориальную климатическую особенность, удаленность населения населенных пунктов, необходимо отстоять сохранение двухуровневой организации местного самоуправления. Существующая система, несмотря на неопределенные трудности, показала свою эффективность. Спасибо. Слово имеет Григорьев Игорь Иннокентьевич, народный депутат.